бастионом пареет наше знамя. Опять Огромных на размеров звонят полотно расположено по колокола. кругу. Его размеры 14 на 115 метров. Площадь предметного плана более 1000 квадратных метров. Все это освещается отраженно-рассеянным светом, создавая иллюзию глубины пространства и присутствия при давно минувших событиях. Особое значение имеет незаметный переход от полотна к предметному плану. Посмотрите на него. Колокола, Она изображена на картине. орел А вот двуглавый цвет, воспарил которую она над нами, изображена уже на предметном плане, расправив огромная. благородные Или крыла. правее. Клинком английским и штыком французским наш дух не одолеешь никогда. Покуда Севастополь будет русским, Россия не изведает стыда. Покуда Севастополь будет русским, Россия не изведает стыда. Чиновники, щадя свои мундиры, нам шлют указы из дворцов своих, но наши боевые командиры умрут за нас, а мы умрем за них. На площадях и в переулках узких мы стерпим боль, жару и холода. Покуда Севастополь будет русским, Россия не изведает стыда. Покуда Севастополь будет русским, Россия не изведает стыда. Славяне, нам чужой не надо славы, мы выстоим у крепостных ворот. Нам не страшны ни турки, ни зуавы, ни пресловутый королевский флот. Пусть кони задыхаются в галопе, пусть рвется в бой несметная орда. Покуда будет русским Севастополь, Россия не изведает стыда. Покуда будет русским Севастополь, Россия не изведает стыда. На бастионах с нами все святые, им ведомо, что нынче на весах честь православной матушки России полощется на белых парусах. И нам не нужно западных утопий, пусть знает враг, нагрянувший сюда. Покуда будет русским Севастополь, Россия не изведает стыда. Покуда будет русским Севастополь, Россия не изведает Севастополь стыда. Пирогов впервые в массовом масштабе применил наркотики, обезболивание при операции. Установил сберегательный принцип хирургии, то есть по возможности старался избегать ампутации. Ему это удалось благодаря промыванию ран, использованию антисептических средств. От разноцветных переломов он впервые накладывал гипсовые повязки. Он также организовал транспортную эвакуацию раненых с поля боя и сортировку их. Все эти меры по спасению людей впоследствии назвали военно-полевой хирургией, которая в будущих войнах и катастрофах спасла миллионы человеческих жизней. А Пирогов был ее основоположником. Несмотря на раннее утро, на перевязочном пункте много раненых. Видите, они лежат и сидят прямо на голой земле. Места в землянке не хватает. При этом помогают друг другу, поддерживают. Лица их темные от пыли и пороховой гари, усталые, изможденные. Так художник просто и убедительно передал силу духа этих людей. Рубу был большим мастером батальной живописи. Он умел мысленно представить сражение, а затем в ярком и образном виде передать зрителю. Постепенно он нас вводит в гущу событий, и мы также постепенно будем переходить от более спокойных тыловых эпизодов ближе к передовым позициям. Потому что, стоя около перил, вы загораживаете обзор остальным. Как только вы сделали шаг назад, и вам видно так же хорошо, и тем, кто за вами видно. События, изображенные на панораме, происходят, когда передовые атаки противника уже были отбиты. Начался штурм еще до рассвета. Первыми выступила дивизия генерала Мейрана. Генерал спутал звук разорвавшейся бомбы с сигналом к атаке, поэтому повел атаку раньше, чем намешал. Но сейчас уже раннее утро, около 5 часов. Видите, солнышко только поднимается над горизонтом. Первые его лучи освещают Севастопольскую бухту, вдоль берега которой стоит отряд пароходов-фрегатов. Корабли оказывали мощную огневую поддержку бастионной артиллерии.
Как впоследствии вспоминал командующий французскими войсками генерал Пелесье, этот убийственный огонь производился не только с бастионов, которые мы намеревались взять, но и с подоспевших русских кораблей. Это остановило порыв наших войск. На обрывистом берегу бухты было разрушенное укрепление первого бастиона. Правее за клубами дыма второй бастион, а перед ними тела убитых французских солдат. Дивизии генерала Мейрана, который был смертельно ранен в это утро, пришлось отступить. Но французы, намеренные взять Севастополь во что бы то ни стало, переносят главный удар на Малахов курган, господствующую высоту корабельной стороны. На ее штурм было выделено 11 тысяч французских солдат, а противостояло им только 5 тысяч защитников. Перед вами батареи Никифорова, у снятых с затопленных кораблей и доставленных на бастионы орудий, слаженно действуют моряки-артиллеристы. Они бьют по врагу бомбами, картечью. Смотрите, как велики потери французов. Но потери есть и среди защитников. Продовольствие. Воду на бастионы носили женщины, жены и вдовы матросов. Перед вами одна из них, в темном платке и в красной юбке, с коромыслом через плечо. Это матросская дочь, сирота, Даша Михайлова. Всю оборону она не покидала город и по праву заслужила имя Даша Севастопольская. Вот этим именем и вошла в историю как первая народная сестра милосердия, а настоящая ее фамилия стала известна относительно недавно. Даша впервые оказала помощь раненым не в госпитале, не в лазарете, как было принято, а на поле Альминского сражения, где свистели пули и рвались снаряды. Дашина повозка стала первым импровизированным перевязочным пунктом. Позже девушка была награждена золотой медалью с надписью «За усердие». Первой среди женщин в Крыму она получила эту награду. А также личным подарком императорской семьи стали золотой нагрудный крест с надписью «Севастополь» и 500 рублей серебро. Сумма эта по тем временам была равна примерно полугодовому адмиралу за 2 недели до начала обороны. Изначально башня имела 2 яруса, она предназначалась для ведения круговой оружейной стрельбы. Но уже в день первой бомбардировки второй ярус был разрушен английскими японцами. Башня потеряла самостоятельное оборонительное значение. А за толстыми стенами нижнего яруса разместились командный пункт, лазарет, был пороховой погреб. На верхнем ярусе сейчас группа штабных офицеров. Они наблюдают за противником, атакующим Малахов курган. А левее башни, на глазе, идут ступени. Там полукругом расположена батарея. На батарее, опираясь об бруствер, стоит адмирал Павел Степанович Нахимов. Посмотрите, фигура его хорошо видна, она выделяется на фоне неба. Нашли? Левее от башни батареи. И все стреляют, а одна фигура. Да, смотрит вдаль. Вот это и есть Павел Степанович Нахимов. Посмотрите, поза какая характерная. Стоит будто на капитанском мостике корабля. Действительно, это неудивительно, ведь Нахимов 53 лет и 40 лет отдал флот. Обороной он руководил 8 месяцев. При этом 3 должности занимал одновременно, но находил время, чтобы вникать во все нужды защитников и населения, а иногда находил и средства для этого, часто из своего кармана. Нахимов говорит: «Я не покину Севастополь, ни живым, ни мертвым». Слова его оказались пророчеством. Спустя 3 недели на этом же месте он был смертельно ранен пулей в висок. Скончался, не приходя в сознание, через 2 дня. Оврагами. Слева на возвышенности, на холме, группа людей. Это командование союзной армии, наблюдает за ходом штурма. А ближе к нам, на склоне Дохова в овраг, разместились позиции батареи, которой командовал лейтенант Петр Жербы. Эта батарея прикрывала правый фланг Малахова кургана. Защищали ее 300 солдат Полтавского полка и 100 матросов-артиллеристов. Посмотрите, на позиции батареи в красно-синих мундирах надвигаются зуавы, элитные части французских войск. Они надвигаются именно сюда, ведь именно в этом месте противник решает прорвать линию обороны, чтобы, обойдя Малахов курган с тыла, захватить его. Посмотрите, они уже прорвались за бруствер батареи, установили на нем французский флаг. Единственное уцелевшее русское орудие поворачивает в сторону русских же позиций, а в полуразрушенных домиках корабельной стороны пытаются закрепиться солдаты противника.
Серьезная угроза нависла над Севастополем, но защитники не дали развить успех. Они перешли в контратаку, и завязалась рукопашная схватка. Вот эту сцену, впоследствии многократно описанную и очевидцами, и историками, Рубо делает кульминационным центром панорамы. Сцена многофигурная, но отчетливо виден каждый из сражающихся. А в гуще схватки, на белом вздыбленном коне, генерал-лейтенант полевой артиллерии Степан Александрович Хрулев. Объезжая позиции, он заметил прорвавшихся французов и повел в контратаку 5-ю мушкетерскую роту Севского полка. Она всю ночь восстанавливала разрушенные бомбардировкой бастионы, а уже под утро, обессиленная, возвращалась в расположение своей части, с лопатами наперевес и ружьями за спиной. «Ребята, бросай лопаты!» — скомандовал Хрулев. «Благодетели, штыки, за мной, дивизия идет на помощь!» И 138 солдат пошли за командиром в отчаянии, но, увы, безнадежную рукопашную схватку. Завязался жаркий бой. Длился он только несколько минут. Слишком велико было преимущество французов. Из этого боя не вернулись 138 солдат, и большая часть из них была убита штыком в грудь. Но с собой они закрыли образовавшуюся брешь, выиграли эти несколько минут, а подоспевшие на выручку 6 рот Якутского и Елецкого полков бросили французов в доховый образ. Линия обороны восстановлена. Но штурм продолжается. Правее за клубами дыма 3-й бастион. Его атакуют 5 английских пехотинцев. За пехотинцами в каре уже выстроилась английская конница. Шквальным огнем батареи 90-го и Будищева все 3 атаки были отбиты. А правее, почти на горизонте, видите облако дыма. Вот там находился 4-й бастион, на месте которого сейчас расположен исторический бульвар и здание панорамы. В этом бастионе служил 26-летний артиллерийский подпоручик Лев Николаевич Толстой. Тогда этот бастион прикрывал центральную часть города, так же как 5-й, 6-й и 7-й, но их мы уже не видим, они скрыты складками неба. Не увидела их и противник. Вернее, не решился штурмовать в этот день, поскольку всего за 4 часа штурма, к 7 часам утра потери противника составили около 7 тысяч убитыми и ранеными. Тогда вражеское командование отдает приказ прекратить огонь и отступить. Потери Севастопольского гарнизона 1500 человек. Такой ценой был отражен первый штурм города. Безусловно, это была значительная победа русских. Но эта победа не стала окончательной, ведь противник не снял осаду. Он готовился ко второму штурму, назначенному на 27 августа. В тот день дивизии генерала Макмагона удалось захватить Малахов-курган. Но остальные бастионы, отбив все атаки, выстояли, остались непобежденными. Хотя это уже не сыграло никакой роли. Малахов-курган был ключевой высотой, и исход штурма был предрешен. Русские отступили. Они отошли на северную сторону. На этом завершилась 349-дневная героическая оборона Севастополя. Завершились и активные действия в Крыму. На других театрах успех союзникам не сопутствовал, а в марте следующего года в Париже был подписан мирный договор. По его условиям Россия вернула себе и южную сторону Севастополя, и другие крымские города, занятые противником. Их обменяли на турецкую крепость Карс, занятую на тот момент русскими войсками. Спустя же 50 лет после этих событий Франц Рубо увековечил память защитников. Он создал свою знаменитую панораму, эмоциональный посыл которой хорошо передают слова президента Владимира Путина. Пример Севастополя показал всему миру, что там, где люди полны решимости бороться за свою землю, свою свободу и достоинство, страх не пройдет.